В эфире новости. Я и мои коллеги расскажу вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Сотрудничество стран Северо-Восточной Азии обсуждают в Якутске. Делегаты посетили крупнейшее предприятие алмазной промышленности. Одно из столичных кафе приостановило работу из-за нарушений. Поселок Ленинский отметит 90-летие со дня образования. О прошлом и будущем населенного пункта в материале наших алданских корреспондентов. Сотрудничество стран Северо-Восточной Азии обсуждают в Якутске. Наш регион впервые выступает в качестве председателя Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Члены комиссии обсуждают подготовку к Генеральной ассамблее, которая пройдет в следующем году. Стороны представляют проекты инвестиционного потенциала. И, как подчеркнул председатель якутского правительства Владимир Солодов, прямые связи между муниципалитетами разных стран – это залог к развитию Северо-Востока Азии. Он сегодня посетил алмазогранильный завод индийской компании, которая производит практически 88% всех бриллиантов в Якутии. В планах увеличить объем переработки. Также компания создает высокотехнологичные рабочие места и собирается более тесно взаимодействовать с учебными заведениями. Важно, чтобы граждане республики максимально имели возможность на этих местах работать. Кроме того, будем продолжать взаимодействие по важнейшему вопросу, связанному со снижением ставки НДС. Мы давно его ставим. Принципиальное одобрение этого подхода есть. Нам важно довести его до логического результата. И по всем другим направлениям с руководством компании будем оставаться в тесном контакте. Также в регионе активно внедряют национальный проект образования. Для развития подрастающего поколения Якутии выделили 25 миллионов рублей, из них 2 миллиона из бюджета республики. Эту сумму направят на строительство спортивно-оздоровительных объектов, площадок в сельской местности. Также школы должны приобрести спортивное оборудование. До конца текущего года работу будут проводить в 38 школах. 38 школ получат определенные средства на улучшение своей материально-технической базы именно по занятиям физической культурой и спортом в 17 районах. Средства будут направлены на 6 спортивных залов, ремонт и перепрофилирование имеющихся площадей. Также у нас будет 19 школ получат спортивное оборудование. И в 13 будут сооружаться плоскостные сооружения для того, чтобы сдавать нормы ГТО. И также будут искусственные покрытия для спортивных площадок. Одно из столичных кафе по улице Крупской приостановило работу из-за нарушений. Там произвели незаконную установку вентиляционного оборудования. Так ли это опасно и обоснованы ли подобные санкции? Репортаж Руслана Варламова. А потом уже целый год вот этот вот шум не давал спать всем вот этим вот соседям. Собственник нежилого помещения по улице Крупской после завершения строительства дома в 2017 году сдал имущество в аренду предприятию общественного питания. С тех пор у жителей дома появились проблемы. В течение 3 лет они неоднократно обращались к предприятию с жалобой на резкий запах кухни, который проникает во все квартиры. В течение года мы пытались договориться с владельцами кафе, но, к сожалению, все наши просьбы остались так и неуслышанными. Поэтому мы вынуждены были обратиться в Роспотребнадзор. Да? Мы обращались неоднократно в Роспотребнадзор, но, к сожалению, в течение года так и ничего не было сделано. Однако спустя некоторое время руководители кафе все-таки попытались решить проблему. Они самовольно, без согласования с собственниками квартир, произвели монтаж системы вентиляции по всему фасаду с выводом за кровлю. Но этим они только усугубили ситуацию. У нас помимо присутствия запахов еще и появилась проблема с шумом от местной вентиляции. Да? Понимаете, мы 2 года страдали от этих запахов, и теперь уже в настоящее время, уже год, получается, да, страдали от шума местной вентиляции.
Жилищным законодательством такое самовольство категорически запрещено, поскольку многоквартирное имущество может использоваться только по решению общего собрания, оформленного протоколом. Значит, по результатам проверок Роспотребнадзора по предприятию общепита было выдано предписание, даже есть судебное решение о возведении системы вентиляции. Действительно, к предприятиям общепита устанавливаются определенные требования, да, по системам вентиляции. Но для того, чтобы установить такую систему, необходимо было получить согласие собственников, что не было сделано. То есть нарушено законодательство. В свою очередь, надзорный орган на днях выдаст собственникам кафе предписание об устранении в течение 2 месяцев незаконной вентиляции. Сейчас у предприятия остается лишь один законный выход из этой ситуации – инициировать общее собрание соседей и предложить им решить данную проблему, согласно проекту, разработанному специалистами. Теперь судьба общепита полностью зависит от собственников квартир. Руслан Варламов, Семен Семенов, Якутск. Жильцам сгоревшего в мае месяце дома по улице Чайковского предложили сделать ремонт за свой счет. Напомню, что тогда в результате возгорания многоквартирки 2 жилых помещения полностью уничтожены огнем, а после тушения от воды пострадали еще 3 квартиры. После инцидента горожане 2 месяца жили без света и воды, а из-за обильных дождей дом затопило еще и сверху. Кровля не выдержала натиска воды. Теперь же собственники своими силами пытаются делать ремонт. Белят стены, скрывая следы пожара. Приобретают новую мебель. В управляющей же компании вместо помощи им предложили сделать косметический ремонт за свой счет. Вроде как нам пришел ответ нашей Сайсарской управы, что деньги, смету составили, деньги должны выделить, там прямо расписано, кто, что, откуда берется, с какого резервного фонда, на что, на какие целевые назначения, да. Но в итоге вот буквально 3 дня назад нам пришел ответ от нашей управляющей компании, что мы, собственники, должны сделать косметический ремонт 2-го подъезда за свой счет. Что это вообще такое и куда нам обращаться дальше и почему мы должны делать это все за свой счет. Хотелось бы узнать. В эти выходные поселок Ленинский Алданского района отметил 70 лет со дня своего образования. Об истории населенного пункта и какое будущее ждет его в ближайшее время, расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. 30-е годы прошлого столетия. На прииске Нижний Сталинск, где добывают золотую породу на шахте имени Александра Косарева, зарождается трудовое движение комсомольцев. Тогда косаревцы, как и стахановцы, гремели на всю страну. Чуть позже Нижний Сталинск переименовали в поселок Ленинский, который нес славу дражного флота Алданского района. До сих пор старожилы чтят и помнят историю поселка и передают ее по наследству. Я знаю, что добывали золото. Моя драга была 401. У меня дед работал на драге, бабушка. Что-то рассказывали? Немного рассказывали. Есть что-нибудь. Что рассказывали? Сегодня перспективы золотодобывающего поселка потускнели. В Ленинском нет производственных предприятий, сельскохозяйственных угодий. Небольшой населенный пункт затерялся между таежных сопок, где живут размеренной провинциальной жизнью чуть более 1500 человек. В поселке Ленинский будет переселено 13 многоквартирных домов. И, конечно же, в связи с этим мы ожидаем, что жители получат комфортное жилье и преобразятся улицы нашего поселка. Поэтому, конечно, есть перспектива. Действительно, большая часть поселка – это частный сектор. Остались дома с печным отоплением, где нет водопровода, почти как в деревне. В деревне, по-моему, лучше было, чем сейчас. Воду возят 1 раз в 2 недели. Сидела я без воды, пока я в контору не сходила, пока чуть ли не на матах гнула. Привезли ведь мне. Ворчливость стариков можно списать на возраст, зато молодое новое поколение любит свою малую родину и болеет за нее душой. Я хочу тут остаться, потому что я не хочу в другие города уезжать, я тут родился. Я тут все знаю, все места, все я знаю. Хочешь, чтобы перспективы здесь какие-то были, да? Да.
Развитие района, газификация, разработка новых месторождений полезных ископаемых, жилищное строительство дают местным жителям надежду на то, что у поселка Ленинский есть будущее, которое они, безусловно, наполнят трудовыми подвигами и достижениями, как их отцы и деды. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Ленинский. А сейчас к новостям спорта. Детские Олимпийские игры провели в Айхале. Состязания по максимуму приблизили к настоящим. На мероприятии даже был свой олимпийский мишка. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину и перетягивании каната. Спортивный праздник посвятили Дню физкультурника. Его посетила и Оксана Мезенцева. Громкие болельщики, настоящая беговая дорожка, судьи и соперники. В Айхале на одной из спортивных площадок провели детские Олимпийские игры. Состязания по максимуму приблизили к настоящим. На мероприятии даже был свой олимпийский мишка. Участниками спортивного праздника стали 110 ребят. Это воспитанники детской площадки «Юникс». У меня сегодня хорошее настроение. Я сегодня первее всех бегал. Было страшно, но также и весело. Ну, конечно, хочется всегда побеждать, но также хочется дать и победу другим. 6 заданий нужно было выполнить каждой команде. Ребята участвовали в беге на 30 метров, отжимались, прыгали в длину и на скакалке. В каждой дисциплине были свои лидеры. Солнечная погода позволила провести соревнования на улице. Самым зрелищным этапом стали веселые старты. Шуточные задания для многих оказались непростым испытанием. Приветствуем мы здесь спортивно-патриотическое направление для того, чтобы привлечь детей к спорту, оторвать их от гаджетов современных и все-таки, чтобы они полюбили спорт и занимались ими. В дальнейшем это стало их за здоровый образ жизни. Соревновались ребята и в перетягивании каната. Силовые способности проверили и мальчики, и девочки. Спортивный праздник провели при поддержке местной администрации. Танцевальный флешмоб от вожатых собрал на площадке и участников спортивного праздника, и просто прохожих. Ну хорошо, лето же, а в лагере еще лучше. Мы как бы сами по себе такие спортивные, то что мы всегда ходим на такие мероприятия. Грамотами и памятными подарками отметили лучших в разных номинациях. Спортивный праздник посвятили Дню физкультурника. Сделать креативное фото на память все желающие смогли на необычной спортивной фотозоне. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах.